Ну, здесь, видите, я написала, что эки колонучу болушу мүмкүн, бирөөсү чын эле силердин услугаңарды колдонуучу адам, а экинчиси ошол услугаңызды сатып алуучу адам болуп калат да. То есть ата-эне эгерде сиз кичинекей балдарга курс жасасаңыз, ошол курсту колдонгон кичинекей балдар болот, бирок курсту сатып алган ал ата-эне. Же болбосо, например, гос какой-то эмени үйрөтсөңөр, госуслуганы. Когда колдонуучулар обычный адамдар, а сатып алуучу государство болуп калышы мүмкүн, да? Потому что им как бы хорошо, если кто-то готовый курс по их продукту сделает. Бул жерде эмпатия карта. Кимге моделге калтардын атын жазабыз. Портрет кылышпайсыз ба? Да, түшүнөм да. Портрет клиентте чыгат да ошонун негизинде. Биз кимге эмпатия көрсөтөбүз? Биздин кардар ким? То есть кто, потом как мы именно разделяем его, получается, чаяние, дата начала, как что-то не пойму. Ну, это верхний этап, когда очень много, да, делают. Но разделяют, например, кто это, там, Что именно наша роль, да, наша роль как по отношению к этому человеку, да, что вот это определяется. Потом, когда мы это сделали, какая это версия, это же несколько раз делается обычно. Что основное? Нам нужно посмотреть, кого мы хотим понять, в каких ситуациях, с какими ситуациями он сталкивается, вот тут первый шаг, и в этих ситуациях какая у него роль. Он страдает, у меня там молодая мамочка, да, там, может быть, Назира, 23, он заявился, успеющий, профессиясы аралаштырып окуган, если это важно, да, если профессиясы, например, швейник болсо, швея болсо, анда швея деп жазылса. Одного напишем? Нет, одного человека. Нам сейчас, ну, примерно, это не один человек, это общий портрет. Это примерно похоже. У них характеристики одинаковые. Чем-то они могут отличаться, да, там у кого-то может быть один ребенок, у кого-то 3 ребенка.